Доброе утро, коллеги. Сегодня у нас проходит пресс-конференция, посвященная чемпионату республики по ралли-рейду «Полюс холода-2019» на призы главы Республики Саха-Якутия, который пройдет в рамках ежегодного республиканского событийного тура республики с 28 по 31 марта по маршруту город Якутск, село Аймикон. Организаторами ралли-рейда являются общественные организации Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Республики, Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики, окружная администрация городского округа город Якутск, администрация Мегино-Кангаласского, Татинского, Тампонского и Аймиконского улусов. Я рада представить наших сегодняшних спикеров. Председатель общественной организации Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Республики Хватов Дмитрий Анатольевич, начальник муниципального казенного учреждения Управления культуры и туризма муниципального образования Аймиконский улус-район Сивцева Ксения Семеновна и судья соревнований Руслан Валерьевич Хачиров. И хочу предоставить слово судье соревнований. Руслан Валерьевич, пожалуйста. Спасибо, всем добрый день. Хотелось бы немножко начать с истории. С 2011 года первый раз клуб «Мамонт» совместно с администрацией Аймиконского улуса провели первый ралли-рейд. Он был также в районе поселка Тамтор, был организован спринт. Затем с 2013 года, благодаря поддержке администрации города Якутска во главе с Айсеном Сергеевичем, уже ралли-рейд получил такой ежегодный традиционный статус. И с тех пор проводится уже под эгидой администрации города Якутска, а с этого года уже под эгидой администрации главы Республики Саха-Якутия. Сама трасса проходит по территории 5 улусов, и ее протяженность всего ралли составляет 2142 километра. В этом году, как уже было сказано, организаторами данного мероприятия является Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха-Якутия, администрация города Якутска, Федерация автомобильного спорта и мотоциклетного спорта Республики Саха-Якутия, также администрация Мегино-Кангаласского улуса. С прошлого года хотелось бы мне немножко остановиться на категории туризм. С прошлого года был запущен пилотный проект в этой категории. И если, например, раньше все участники были в категории спорт, это то есть полноприводные автомобили, которые бились за каждые секунды, то есть были в жестких временных рамках, то с прошлого года в категории туризм могут принимать участие абсолютно все желающие. Это полноприводные автомобили, также моноприводные автомобили. И у них отличие в том, что нету никаких временных рамок, а есть только задания в виде квестов. То есть участники в категории туризм едут, соответственно, просто туристы, посетители того же фестиваля «Полюс холода», но еще параллельно выполняют задания, которые позволят им получить призы. Да? А в этом году призы именно в категории туризм предоставляются главой администрации города Якутска. Вот. Ну, вкратце так. И еще одно отличие, соответственно, на третьем этапе, если третий этап в категории спорт в районе поселка Тамтор, это скоростной спринт, где нет ограничения по скорости, то есть там прям настоящие гонки, то в категории туризм это также выполнение игровых квестов. В прошлом году мы провели, участникам в категории туризм очень понравилось, были очень большое количество позитивных эмоций. Спасибо. Передаю слово председателю общественной организации Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дмитрий Анатольевич, пожалуйста. Здравствуйте. Ну, Руслан уже, в принципе, про туризм рассказал. Я, наверное, скажу про категорию спорт, прежде всего, да, это костяк именно чемпионата, спортивную составляющую, да. Победитель этой категории, он у нас будет чемпионом республики по данной дисциплине. Статус довольно-таки очень высокий. У них гонка напряженная, может, там все видели, Дакар, шелковый путь, правила все одни и те же. Мы используем международные правила, да, и, соответственно, Российской автомобильной федерации, общероссийские правила для этого соревнования. Значит, у них получается основных 3 этапа. Первый в Тюнгелю старт, небольшой скоростной участок, он на результат никак не влияет, он влияет на, это жеребьевка, на расстановку позиций. У категории спорт. Кто победил, тот уходит первым. Это довольно-таки выгодная позиция, потому что зависим от светлого времени суток. Сам основной первый этап, за который уже начисляются баллы очки, это у нас Тюнгелю-Хандыга.
идут заданной средней скоростью. Ну, чтобы вам проще объяснить это, во времена СССР было очень популярно ралли третьей категории, где участники едут точно по маршруту, в определенное время должны. Допустим, в Чарапче быть во столько-то, да, в Итакюле быть во столько-то, ни раньше, ни позже. При этом соблюдая правила дорожного движения. Трасса вся подготавливается, прописывается, все скоростные ограничения учитываются, и за превышение скорости очень сильно большая пенализация и наказывается. То есть спортсмены должны точно прибыть в определенный пункт именно в то время, да, при этом не нарушая правил. Поэтому тут оно такое как бы двоякое, да, немножко. Это не безумно давить тапку в пол, то, что мы видим картинку на экране. Тут надо прежде всего думать. Это именно командная борьба, пилот-штурман. И что у штурмана работа вот на этих этапах основная и серьезная. То есть он должен четко рассчитать график движения. И при этом никуда не попасть под пенализацию, под превышение скоростных режимов, будет на трассе стоять внезапный контроль времени и так далее. Второй этап с Хандаги до Тамтора также идет заданной средней скоростью. Все то же самое. За это также начисляются, соответственно, очки, баллы. А вот уже в Тамторе, там готовится скоростной участок. То, что мы видим красивую картину, брызги снега, да, тапку в пол, все, кто быстрее, тот и победил. Это, конечно, ну, самый важный. Да. На текущем мы в прошлом году попробовали, и в этом году проводим уже не в тундре, да, а на территории самого поселка Тамтор, чтобы видели зрители. Это вокруг аэропорта готовится площадка, и зрители, которые приезжают на сам фестиваль, они всю эту картину видят. Ну и последний, четвертый этап, это просто туристический сбор Тамтор-Якутск, когда мы возвращаемся домой. Кто-то 30-го уезжает, кто-то остается дальше на фестивальную программу, 31-го уезжает. За него тоже не начисляются очки, баллы, но начисляются штрафы. Он должен отмечаться по пунктам обязательно, да, следования, то есть мы должны полностью ситуацию контролировать. Вот эта вот категория спорт, это все-таки спорт, да, мы вырастили 2 кандидатов в мастера спорта на этом чемпионате, очень много перворазрядников, это, можно так сказать, уже превратилось в профессиональный спорт. Хотя, сразу скажу, да, это все-таки рассчитано на обычного автолюбителя. Не надо специально подготовленные автомобили, а обычный полноприводный автомобиль. Нужно есть желание, знание, навигатор обязательно, ну, естественно, экипировка, да, шлемы. На скоростном участке обязательно без шлема никто на трассу не выпустит. Ну, вот про категорию спорт. Ну и очень кратко о призах, какие призы нас в этом году ждут. Да, в категории спорт от главы Республики Саха-Якутия Александра Сергеевича Николаева. Первое место в категории спорт 80 тысяч, второе место 50 тысяч и третье место 30 тысяч. В категории туризм от главы города Якутска первое место 30 тысяч, второе место 20 тысяч и третье место 10 тысяч. Ну вот примерно как бы все. Спасибо. И передаю слово начальнику управления культуры и туризма муниципального образования Аймиконский улус Ксении Семеновне Сивцевой. Спасибо. Ну, позвольте вначале поблагодарить наших партнеров, наших соорганизаторов, Министерства предпринимательства и развития туризма, Федерации. Мы очень рады, что город Якутск продолжает поддерживать этот проект. Ну и, конечно, наших партнеров Улусы. Ну, немножко напомним об истории фестиваля. Мы проводим его 2000 года. Значит, в 2013 году, когда проводился первый всероссийский конкурс событийных туров, мы стали победителями в номинации «Культура». А в прошлом году фестиваль «Полюс Хода» стал финалистом национальной премии «Хрустальный компас». Ну, что нового по ралли-рейду, я скажу, что в этом году квест-игре, ну, вообще ралли-рейд посвящен 90-летию создания метеостанции Аймикон. Вы знаете, что Сергей Владимирович Обручев, академик, член-корреспондент Академии наук СССР, в 2024 году, побывая в Аймиконе, посчитал, что это и есть полюс Хода, что здесь холоднее всего, что ландшафт местности этому как раз и создает условия. А в 26 году он побывал, в 29 году при его участии, по его настоянию, открылся метеостанция Аймикон. Значит, поэтому ралли-рейд посвящен этой дате, и во время квест-игры будет посещение метеостанции Восточной, это очень красивом месте, по дороге
в Аймекон на территории Тампонского улуса. Ну и квиз-игра мы внесли такие пункты, как фотографирование победителем конкурса красоты «Полюс холода». Но надеюсь, что программа будет очень хорошая. Всегда, значит, на открытии фестиваля идет парад участников ралли-рейда. И в этом году еще одно такое привесие будет именно в селе Аймекон. Туда поедет ралли-рейд по программе на первый же день, 3 часа. Ну, вот. Спасибо. По организационным вопросам мы работаем. Надеемся, что нормально все выйдет. Спасибо. Уважаемые коллеги, если у вас есть вопросы, пожалуйста, открытый микрофон, подходите, ждем ваши вопросы. Здравствуйте, газета «Якутская черня». Хотелось бы узнать именно о количестве записанных участников уже сейчас, на данный момент. Спасибо. Ну, именно сейчас на текущий момент я не могу сказать, да. Регистрация открыта, на текущий момент зарегистрировано всего лишь 8 экипажей, но, как правило, у нас основная регистрация происходит 25 числа, то есть официальная регистрация, подача документов, а это предварительная. У нас Алдан зарегистрировалась, да, там с Японии команда зарегистрировалась через туристическую компанию, ну, естественно, много очень наших якутских. Ну, в том числе по регистрацию, да, пользуясь этой площадкой, мы приглашаем также еще и предприятия выставлять свои команды. А вот вопрос к Аксине Семеновне. Вот хотела узнать, сколько сил ушло именно на подготовку площадки. Площадки на месте, да? Да. Площадки проведения ралли-рейда. Ну, площадка будет готовиться только, пока мы отрабатываем финансовые средства. И пройдут торги по всему фестивалю, и там входят и расходы на подготовку площадки именно для этого мероприятия. Ну, тут можно я поясню, да, у нас судейская бригада, да, она выезжает заранее, делится на 2 части. Одна половина судейской бригады обслуживает ситуацию во время самого проведения соревнования, а первая половина, она уезжает аж 23 числа, приезжает туда, в село Тамто, и готовит совместно, да, с администрацией поселка Тамто, готовит всю эту трассу. По тем требованиям? Да, которые есть. Ну и плюс там еще у нас там биатлон на снегоходов, да, так совместное мероприятие будет, в том числе для местных именно жителей, да, и так далее. Довольно-таки очень интересное мероприятие будет. Будет что там посмотреть. Соревнования на снегоходах всегда очень интересно идет, но когда в этом году наши мужчины узнали, что это с биатлоном, конечно, воодушевлением будут принимать участие, призы очень хорошие. Спасибо. А есть постоянные всегда участники, которые из года в год? Да, конечно, есть. Но кандидатам в мастера спорта не так вот это получить. Это надо как минимум 2 года в призы попадать. Даже первый разряд это надо. Да, есть постоянные, есть такая стабильная 5-6 экипажей, которые постоянно между собой бьются. У нас всегда борьба, кстати, очень напряженная борьба идет между командой Якутска и Алдана. До сих пор никак не могут поделиться с переменным успехом, каждый год кто-то кого-то там поддавливает. Но это в категории спорт. А туризм, сложно сказать статистику, у нас в прошлом году он только впервые. А в категории спорт-новичку вообще реально выиграть? Реально, да. Бывали такие желание, подготовка, да. Главное понимать, как это все происходит, не пропускать брифинги, да, которые мы проводим для участников, где мы очень открыты к этому, да, мы участникам подробно объясняем, как и что надо делать, двигаться. То есть чуть ли не курсы обучения готовы проходить, да, ну оно в принципе в рамках брифинга так и проходит. Там, как работать с навигатором, как не попасть под пенализацию, да, и так далее, как вообще маршрут построить примерно. Ну, понятно, что у нас есть спортсмены не сильно делятся с другими, они пишут многие там специальные программы, как рассчитать, буквально каждый метр. То есть мы вот эту 1000 километров мы прописываем по метрам, да, вот полностью всю трассу. И спортсмены также пишут программы, там специально едут, облегчают себе труд. Ну, я согласен, там есть такая небольшая профессиональная прослойка, но шансы всегда есть в победу у всех, даже у новичков. И можно узнать места отдыха вот в категории туризм, может быть, где останавливаются? Мы останавливаемся только в Хандыге и в поселке Тамто. То есть до этого безостановочно, круглосуточно едут? Да. Нет, ну у туристов, они почему там на обед останавливаются, там уже у них очень квестовая программа распространена, то есть по всему следованию маршрута. Начиная с Тюнгелю, там Чарапчай, Текёль, Мегиналдан, Хандыга, вот по пути следования. Всего. Потом после Хандыги меньше населенных пунктов будет.
только метеостанция Восточная. Тополиная, да, метеостанция Восточная, кстати. И все, в принципе, это, ну, заимка, да, еще есть, она сейчас вроде жила есть, но там никто не останавливается. Ну, сразу скажу, да, что, наверное, каждый у нас житель города Якутска должен там побывать. Потому что то, что мы здесь привыкли, там все другое. У нас очень большие и красивые горы в республике, да. Трасса очень красивая. Ну, посмотрите там наши видеоролики, и вы увидите, какая у нас республика очень красивая. Можно И добавить? сейчас дороги стали очень хорошие, все прижимы взорвали. Да. Трасса, ну, практически автобан. Там есть небольшой участок, да, до Эмикона, ну, в принципе, тоже ничего экстремального нету. Я просто вспоминаю, как мы ездили, да, в 2000-х годах, где 5 сантиметров от колеса и там обрыв 300 метров, да. Сейчас этого нету. Сейчас, поэтому мы и запустили категорию туризм, потому что это сейчас доступно для любого автолюбителя. А вот, Дмитрий Анатольевич, интересно, вот какие марки машины обычно участвуют в таких ралли-рейдах? В категории спорт от обычного нашего УАЗика, это Land Cruiser, Safari и так далее, и так далее. Ну, в основном, конечно, тяжелые машины. При этом ездят и легковесные прадики. Даже у нас, помню, Suzuki Vitara участвовала, ничего страшного. И один раз у нас был даже обычный микроавтобус новых, полноприводной. Он даже скоростной участок прошел, правда, долго, но прошел, самое главное. То есть очень такое большое разнообразие. У нас нету никаких жестких требований. У нас в категории спорт это должен быть полный привод, потому что есть скоростные участки у них. Все. То есть это любой джип. Отечественный, иностранного производства, в принципе, не важно. В категории туризм абсолютно любые транспортные средства. Потому что у них там нет задачи на время, на скорость. У них приключения, это туризм. Они едут, выполняют задания, квесты в закрытом конверте получают и выполняют. Кто больше, соответственно, там у них своя система подсчетов баллов, кто больше там привезет фотографий там красивых там, и так далее, ну, по квесту, тот и победит. То есть идет доказательство того, что человек прошел квиз именно Да, согласно фотографии, да. В регламент у нас на сайте fans14.ru расположен, там все очень подробно расписано. По туризму очень детально, как фотографироваться, что там туристам выдаются специальные бейджики, да, они должны сфотографироваться у того или иного объекта, доказать, что это их экипаж, там и так далее, по расположению фотографий и все прочее. То есть у них тоже борьба, и очень интересная борьба. А вот, Руслан Валерьевич, там какие марки машины бывали у вас? Ну, в прошлом году, по крайней мере. Имейте в виду в категории туризм? Туризм именно, да. Вот, там разные машины, то есть нет таких ограничений. В прошлом году, по-моему, были полноприводные, да, в основном? Нет, причем бэкбоксы, недоприводы были. Были, да. Там много машин было. То есть такого даже нет, как бы какой-то определенной градации, да, допустим, вот именно такие-то машины должны быть, то есть любые, то есть даже не запоминается там и микроавтобусы, и полноприводные джипы, и подготовленные джипы, то есть для всех желающих можно принять участие в ралли-рейде «Полюс холода». А вот в плане медицинской помощи? Так, ну, с нами сопровождает всегда экипаж нашего партнера, это Виктор Клиники. Виктор Клиника, да, у них они везут с собой обязательно врача, да, для оказания экстренной помощи. И плюс служба спасения всегда сопровождает. То есть всегда это под контролем. Сзади всю колонну, мало того, что судьи, да, сопровождают, в оконцовке идут всю колонну. То есть контролируют вот на протяжении, допустим, 500 километров, да, от Тюнгелю до Хандыги. Каждая машина находится постоянно под контролем. То есть у нас везде посты там расставлены, и мы, в принципе, обладаем информацией. Разработана, в регламенте она тоже прописана, очень жесткая система безопасности, что должен делать участник в той или иной ситуации. Ну, наша служба спасения нашей республики нас бережет, он всегда сопровождает. Ну, плюс еще у нас всегда врач едет в составе судейской бригады от Виктора Клиника. Спасибо. А насколько всегда подготовлены заграничные участники? Ну, у нас, я не сказал бы, что их так много, но каждый год всегда участвуют. В прошлом году участвовал спортсмен с Чехии, из Праги, да, причем он у нас спортсмен, он в трофи-рейдах участвует, в мировой серии, да, и так далее. И он к нам приехал на Эмикон именно потому, что он участвует в мировой серии, в которой мы участвуем, в том числе, да. Мы отборочный этап в июне месяце проводим у нас в республике по Дальнему Востоку, да. Вот, с ЮАР у нас были... Англичане ездили, да. Казахстан, по-моему.
Ну, это Казахстан мы считаем как свои фактически, да, Казахстан, да. Вот сейчас японцы заявились, да, вот монголы, да, вроде тоже будут, да. А? С Голландией тоже были участники. С Голландии были участники. Причем с Голландией интересная была история. Это было 2 студента, и им это было домашнее задание на каникулы. То есть вот это у них, им говорят, вот ребята, у вас каникулы, выбирайте. Кто-то выбирал Африку, там кто-то еще какие-то страны. Они решили поехать именно вот на ралли-рейд «Полюс холода». Так что каждый год. Аксинья Семеновна, какая культурная программа ждет участников? Ну, культурная программа у нас всегда очень динамично идет, очень много конкурсов, очень много культурных программ, концертных мероприятий. Конечно же, конкурс красоты. В этом году мы ожидаем участия красавицы из Китая. Большая группа у нас будет. И, значит, вечерняя программа очень тоже хорошая. На площадке открытом и в ДК тоже пройдет. Конечно, ждут музеи, ледовая резиденция Чингисхана. Но вот по размещению я хотела сказать, что есть еще места в гостиницах, поэтому выходите, уже заказывайте. Надо выйти в администрацию поселка Тамтор. Но тех, кто хочет остановиться в более таком экономном режиме социальных объектов, мы тоже как бы заранее ждем количество, да, через организаторов. Ну что ж, уважаемые коллеги, спасибо за внимание. Мы завершаем нашу пресс-конференцию и желаем вам удачного ралли-рейда, чтобы все участники дошли до пункта назначения в назначенное время. И всем спасибо.